еле-еле иду. Я уже ногу один раз сломала, и это просто страшно идти. Им страшно выходить на улицу. Причина – обледеневшие дороги и тротуары. Галина Лексина, наученная горьким опытом, накануне вечером осталась дома. В конце зимы, в тихом месте, в темном, гуляла с собачкой. Вот. И единственное место было, где лед. И не видно было, и не за что было зацепиться. Я вот упала. Не выходить на улицу решили многие жители столицы. Вчера было страшно, а сегодня нет вроде, но можно передвигаться. Какой-то испуг, какой-то страх все равно вызывал. Просто видно было. Дождик шел зимой. В гололед уж старайтесь не ходить. Нет, на машине вообще не ездил. Ну, сыро было, такого не было, гололеда. Ходила очень тихонечко, спокойно, медленными шагами, как нам рекомендовали. Вот и все, и нормально. Надо смотреть под ноги. Это травмпункт на Адаратского. Ажиотажа пока не наблюдается. Коридоры полупусты, никаких очередей. Врачи считают, избежать травм помогло то, что жители заранее знали о прогнозе. В прошлом году после такого же гололеда в травмпункт обратились около 70 человек. На этот раз только 3. Уже опыт был, да, многолетний опыт. Именно как только ледяной дождь, огромное количество посещений. Но очень хорошо, что средства массовой информации дня за 2 уже, это и в газетах было, и в мессенджерах, предупредили население, что будет ледяной дождь, что нужно быть аккуратным и так далее. Это нам тоже много сказалось, поэтому вчера у нас обратившихся было всего 3. Вот сегодня тоже вы видите коридор полупустой, то есть немного. Пострадавшие отделались легко, говорят врачи, серьезных травм нет. Один из пострадавших вывихнул лодыжку, 2 получили травмы шейного и тазобедренного отделов. Все они пожилые люди. Немноголюдно и в травмпункте Московского района. Накануне людей было больше, рассказывают врачи. С разными травмами к ним обратились 13 человек. Повреждения голеностопа, коленного и локтевого суставов. В больнице нам сообщили, пока ситуация штатная. Пострадавших станет больше, если гололед продержится еще несколько дней. Сегодня погода на улице более благоприятная. Уже нет ветра, дождя, мокрого снега и сильного гололеда. Но вчерашний ледяной дождь надолго запомнится казанцам и жителям других городов и районов республики. В Нижнекамске ледяной дождь шел с 6 вечера. Сейчас мы находимся почти в центре города. Это Школьный бульвар. К слову, здесь дорога напоминает каток. И реагентом еще не успели обработать. Буквально в 100 метрах от нас находится молодежный центр. Там уже посыпали песком. По другую сторону находится травмпункт и медколледж. За минувшие сутки в отделении травматологии обратилось 32 нижнекамца. Больше всего пациентов принимали этим утром. С 7 часов и до обеда медики зафиксировали 11 травм. По словам пациентов, они упали на улице. Не стоит заниматься в первую очередь самолечением. Необходимо обратиться в травматологический пункт, чтобы мы оказали первую помощь и произвели полную диагностику. Большинство горожан сегодня на улицу вышли с учетом погодных условий. Идем, как советуют, маленькими шажками, так и идем тихонечко. Ну, погода она есть погода, у всех свои бывают нюансы. Потихонечку иду, стараюсь не быстро, потому что скользко все равно. Ну, местами, в общем-то, все убрано, все хорошо, песочком посыпано. То молодцы, конечно, дворники что-то посыпали. Это им спасибо огромное. Да нормально. Где-то далеко от жилья, там плохо еще обработано. А так везде ходить можно. В Набережных Челнах за последние сутки травмы на улице получили аж 70 человек. За 10 дней в травмпункт БСМП обратились 435 пациентов, 12 из которых пришлось госпитализировать из-за сложности переломов. При таком гололеде рекомендуют надевать удобную обувь с нескользящей подошвой. Алена Струминская, Гульнара Миниханова, Адель Миндубаев, Александр Лихачев, ТНВ, Казань, Нижнекамск.